Вашему вниманию представляется поединок в международном статусе. И прямо сейчас представляю вам соперников. Синий угол октагона. Боец, которому 24 года. Его рост составляет 174 сантиметра, а вес 70 килограмм и 600 граммов. На его пути 5 побед, 3 поражения. Дамы и господа, пред вами чемпион России по грэпплингу, чемпион Дагестана по ММА. Итак, встречай из Сочи, из города Буйнакс, Дагестан, Россия, Рамазан Алиев. Его соперник в красном углу октагона. Бойцу 31 год. Его рост составляет 175 сантиметров, а вес 70 килограмм и 800 граммов. На его профессиональном пути нет ни одного поражения, 5 побед. Он мастер спорта международного класса по боевому самбо, чемпион Азии по боевому самбо. Из Туркменистана, город Ашхабад. Поприветствуй Сочи, Абдулла Бабаев. Рефери поединка Андрей Ковалев. Поприветствовали друг друга. Все, что происходит в клетке, строго в рамках правил. Внимательно слушаем все мои команды. Покажите красивый и честный бой. Удачи обоим по углам. Третий поединок, снова легковесы, уже обсуждали с вами, один из них непобежденный, это Абдулла Бабаев и Рамазан Алиев, который уже нахватал 3 поражения и одинаковое количество побед при этом у обоих, по 5. И даже интересно, сможет ли очередного соперника Бабаев задушить, при том, что соперник у него чемпион еще и по грэпплингу. Менее габаритным, конечно, выглядит Бабаев. Я думаю, что ему сподручнее выступать на категорию ниже. И последний поединок, насколько я помню, он провел как раз весовой до 66, хотя до этого бился исключительно в 70. Ух, заходит сейчас с ударом. Причем такая обманка была нестандартная в исполнении Бабаева, но перевести Алиева — это, конечно, целое искусство. Хотя и сажает его на 5-ю точку Бабаев сейчас, причем довольно легко. Да, уверенно заходит. Бабаев тут же пошел бороться. Перевод получился вообще беспроблемный. Пытается здесь закрепиться Бабаев. Будет улучшать позицию сходу. Гард. Да, вот сразу улучшить позицию не удалось. Сейчас все еще пытается это сделать, но левая нога на месте у Алиева. Попытался сразу сходу обойти гард. Не вышло, закрывает гард в итоге Алиев. Пытается работать здесь Бабаев ударами. Алиев со спины. Пока нет, не бьет, не получается у Бабаева здесь разойтись как-то. Алиев ищет варианты, видимо, чтобы накинуть какой-нибудь треугольник. Но нет, возвращает обратно закрытый гард. Но мы видим, что пока очень вязко все, несмотря на то, что контроль со стороны Бабаева присутствует. И вроде бы все хорошо у него, но Алиев очень неудобный соперник. И даже со спины умудрился подкинуть проблем. Пытается встать здесь Рамазан Алиев. Здесь под каким-то необычным углом хочет, видимо, добиться то ли удушки, то ли чего-то еще Бабаев, но отсюда не выйдет. Видно, что на прием точно здесь не перейти, но пытается где-то здесь Бабаев улучшить захват. Прямо так пытается начать душить. Бабаев очень ярко начал и, мне кажется, чересчур эмоционально ведет поединок. Еще раз напомню, что у Бабаева все финиши в первом раунде. И что будет, если, например, здесь закончить все так рано не удастся? Ну, давайте смотреть. Вроде бы и активничает Бабаев, но мне кажется, что финиш здесь не близок совершенно. Почти середина первого раунда. Здесь переход на, видимо, какой-то леглок от Алиева. Прихватил ногу, но пока ничем не угрожает. Рамазан сможет ли как-то растянуть на рычаг пойти, колено. Угол будет недостаточным, судя по всему, но пытается что-то придумать здесь Алиев с ногой соперника. Вышел-то здорово, но, к сожалению, да, с тобой здесь соглашусь, угла недостаточно. И вот сейчас буквально на четвереньках там оказался Алиев, накрыл его Бабаев, пытается выйти в более подходящую позицию для себя, что неужели душит? Как и в прошлый раз, пытается вот, не ища идеальный вариант, Бабаев пытается прямо так начать душить. И показывает большой палец рефери. Рамазан Алиев дает понять, что у него там трудностей особых нет. Отзащищался.
Да, у Бабаева это фирменный прием. 3 последних боя он закончил именно с помощью гильотины. Что интересно, Абдулла не ищет какого-то идеального захвата, не пытается там проводить руки как-то вот прямо идеально на шее. Он просто вот видит, кажется, можно попробовать. Но пока не вышло. Дважды уже старался Бабаев. Получилось защищаться. 1,5 минуты до конца раунда. И мы близимся к самому длительному поединку Абдуллы в его профессиональной карьере. Так что интересно, что будет дальше. Он попадает, в принципе, и тот, и другой. Как будто руки-то забились уже у Бабаева. Да, и кричат Алиеву сейчас: он устает, чтобы Рамазан начал работать. И как будто бы Рамазан, услышав крик угловых, очень активно пошел вперед. Перевел, теперь уже уверенно сам Рамазан Алиев. А ведь он пока еще вообще не работал. Он пока только защищался в первые 4 минуты. Отключил ноги. Просит Алиева сейчас ускориться, начать работать. Видно, что сил гораздо больше сохранил Алиев. Да, были неприятные моменты, когда он был в партере, когда был на спине, но ничего критического. И у него еще почти минута в запасе до конца этого раунда. Нужно поработать. Лишние силы, наверное, когда времени остается так мало, тратить тоже не нужно. Но концовку забрать предпочтительный вариант. Переводит Алиев соперника. Второй раз уже. В первый раз не получилось особо поработать. Как раз Рамазана просит начать работать сейчас. Видимо, имеется в виду начать наносить удары, начать забивать соперника. Да, не будем забывать, что Бабаев-то первую часть этого раунда точно забрал. Слишком много активности, даже были попытки выхода на удушение. И вот сейчас активность, вот эту последнюю минуту-полторы в исполнении Алиева, она могла бы, конечно, позволить ему, ну, по крайней мере, претендовать на этот раунд. Но, судя по всему, нет, этого уже не будет, потому что поднялся Бабаев. Чуть-чуть соперника поконтролировал, и здесь все обошлось уже в последние секунды без удара. Насколько ему хватит, и хватит ли на все 15 минут? Лоу по внутренней стороне успел Рамазан запустить. Бабаев пытался сконтрить и правую запускал в соперника, но не попал по цели. Если дойдет до второй половины второго раунда, это, конечно, будет очень показательный отрезок. Никуда не торопится, мы видим, Бабаев. Алиев так держит его на дистанции, пытается отгонять своими ударами. А еще раз напомню, что Абдулла Бабаев непобежденный боец, 5-0. У Алиева все скромнее, 5-3. И попадает сейчас. Правый точно. Боковой такой зашел. И снова этот лоу-кик, подкидывающий проблем Бабаева. Алиев уже не первый раз запускает его и попадает. Очень неплохо. Есть смысл работать так и дальше по внутренней стороне. Вот, продолжает Рамазан, действительно. Пытается дотянуться до ног соперник Бабаев. Встретил здесь коленом Алиев. Еще колено от него же. Лениво так идет Бабаев за ногой. Абдулла неторопливо пытается прихватить одну ногу. Как будто несложно Рамазану от таких попыток защищаться. Да, Бабаев, видимо, начинает очень уж сильно замедляться. Не реагирует на удары. Здесь практически с локтем даже зашел Алиев, сближаясь. Замедленный бэкфист от Бабаева, от которого Рамазан легко ушел. Просто посмотрите на работу рук от Бабаева. И самое главное, на блок, которого периодически просто нет. Вот сейчас пошел за тейкдауном и даже... Ну, вроде бы и доработал его, да, но удержать соперника на земле, скорее всего, долго уже не удастся. Но пошел душить отсюда. Сразу сходу, из последних сил. Мы видим, что прямо прикладывает все усилия Бабаев возможные, поскольку понимает, что если не сейчас, то, возможно, уже никогда. Тем более, что отдаст позицию, если не задушит. Но, видимо, не задушит. Да и контроля ногами не было. Честно говоря, вот еще одна попытка такая немножко опрометчивая. И посмотрите, уже корчится просто от бессилия, по-моему, Бабаев. Руки забились, уже потихонечку высвобождались. И было видно, что Рамазан вылезает потихоньку и выбирается на свободу. Рамазан оказывается сверху в партере, начинает работать по сопернику. Бабаев обессилен, локоть прилетает от Алиева. Еще Рамазан запускает второй локоть. Может дожать. Еще локоть туда же. Не может остановить эти локти. Бабаев пропускает все. Отчаянная попытка перейти к армбару. Очень замедленно смотрится Абдулла здесь. Но это звездный час для Алиева.
Мы думали, что вторая половина первого раунда станет для него звездным часом, но там не совсем получилось, зато здесь уже полный контроль. Сил гораздо больше у Алиева, позиция великолепная, и сейчас посмотрите, как легко он прошел гард. Бабаев просто вынужден выживать. Да, переходит в хавгард, здесь выставляет щит коленом Бабаев, но не сильно это ему помогает. Рамазан сверху, и Алиев раздает локти здесь. Когда получается, еще локоть, еще локоть. Здесь промахнулся. Меньше 2 минут до конца второго раунда. Оба, конечно, подустали, но у одного из них есть сила работать, у другого нет. У одного из них идеальная позиция, у другого, ну, просто кошмарная. Забирает спину здесь Рамазан Алиев. Всех душил в своей карьере Бабаев, и сейчас попробуют сделать с ним то же самое. Отлично заправлены ноги, великолепная позиция. Просто оседлал соперника сейчас Алиев. В маунте сверху опять раздает локти. Пытается Бабаев как-то прижать к себе хотя бы Алиева. Но даже на это сил не так уж и много. Призывают сейчас из угла Алиева поработать. Примерно вот за столько до конца первого раунда ему тоже кричали «работай, работай», но вот тогда не удалось у Алиева. Удастся ли сейчас? Пытается свипануть здесь. Отчаянная попытка, и получается у Бабаева хотя бы вернуться в стойку. Перевернуть не смог, но вернул себе опять же стойку. Здесь удержит он Рамазана сам. Ничем не угрожает, просто держит. Колено попытался запустить. Разворачивает Алиев оппонента. Готовит локоть. Есть локоть. Пошел в ноги. Будет перевод. С первого раза не вышло. Просили Алиева уйти вот из этой позиции, когда соперник его контролировал, и он это услышал, довольно быстро все провернул. Но вот перевод не удается. Мне кажется, настолько Алиев свежее, чем соперник, что, может быть, и наплевать на вот эти переводы. Можно было и в стойке поработать. Тем более, что до конца раунда-то осталось совсем немного. Не, хочет все-таки перевести. Алиев, вопрос принципа для него это было. 10 секунд до конца раунда переводит. Ну и раунд, соответственно, Рамазан Алиев забирает. Развязка близка. Медленно так сейчас заносил ногу Алиев. Соперник оказался далековато, поэтому и удар полноценным не получился. Пытается качать корпусом даже на фоне, я бы сказал, изнемождения. Алиев. Здесь Бабаев постарался стрелить, контрить. Да, вот сейчас наносят они удары, и такое ощущение, что силы в этих ударах практически нет. Плюс они еще и довольно медленные. Очень сложно, конечно, будет нокаутировать вот такими попаданиями. Ну, еще надо доносить до головы соперника эти удары. Хотя порезче выглядит Алиев. Вот сейчас это видно отчетливо. Локтем смог зацепить, но все остальные удары практически были мимо. Здесь попадает дважды час. Потрясен Бабаев. Ух, неприятно. Рамазан Алиев чувствует запах крови. Пошел дожимать здесь. Мог, в принципе, еще сбросить несколько бомб на соперника в стойке, но переходит к своему, скажем так, оригинальному плану, к плану изначальному. Все-таки хочет забороть соперника, переводит Алиев оппонента. Да, ты знаешь, по-моему, там сам просто набросил гильотину Бабаев и решил перевестись вот так вот на землю и лежит на спине до сих пор, прихватив шею оппонента. В очередной раз стабильно по одной вот такой гильотине за раунд проводит Бабаев. Разбил лицо Алиев хорошо Бабаеву здесь. В прошлом эпизоде пытается обойти здесь гард, пытается забрать спину. Заправляет ногу одну. Вторую пытается. Закрывает замок ногами на корпусе. Начинает работать со спины. Алиев просит Рамазана бить без остановки. Или до остановки. И то, и другое, в принципе, подходит по контексту. Абсолютно одно и то же в этой ситуации. И выходит на удушение. И, судя по всему, просто вынужден будет сейчас сдаться Бабаев или заснуть. У него практически нет сил, чтобы препятствовать этому. Есть ощущение, что поверх челюсти накинул этот захват. Недостаточно низко рука просочилась под подбородком. Поэтому это скорее ущемление было от Алиева. Перетерпел Бабаев. Поэтому Рамазан распускает захват. Не смог дожать.
Кровавая лужа уже под бойцами на канвасе образовалась под лицом Бабаева. И еще одна попытка выйти на удушение, либо, я не знаю, продеть над челюстью вот этот захват. Причем подсказывают угловые Алиева, что этот прием пойдет, но он его отпускает. Уже злится команда Рамазана Алиева. Хотят, чтобы он доработал до досрочной победы. Тяжелейший поединок для обоих. Я думаю, что с радостью бы бил Алиев, если бы у него были на это силы. Недостаточно ведь просто 2-3 удара нанести. Нужно включаться по-настоящему секунд на 15-20. Кричат Рамазана, чтобы оставил себя там полностью. И вот здесь немножко растягивает. Но нет, все-таки есть силы хоть чуть-чуть улучшать позицию Бабаева. Но этих улучшений пока достаточно для того, чтобы соперник удушение не набросил. Все еще за спиной Алиев у оппонента. 1,5 минуты до конца поединка. Нет сил ни на то, чтобы душить, ни на то, чтобы забивать. Бой, конечно, Алиев забирает. Но, скорее всего, недосрочно. Если сейчас вдруг не организует финальный уже такой спорт и из последних сил не попробует где-то здесь дожать соперника. Бабаев при этом нашел в себе силы, чтобы встать. Рефери срывает его руку с клетки. Хватался за сетку руками. Нарушал правила сейчас чуть-чуть Бабаев. Ноги отключены. В маунт опять выползает здесь Рамазан. Начинает разбивать соперника. Парочка локтей. Еще с другой стороны прилетает удар. Забирает руку Алиев. 50 секунд до конца. Несмотря на то, что просит заправить ноги, наоборот, распустил Алиев и решил побезопаснее чуть поработать. Бабаев встал за счет этого. Ну, а Алиев еще раз перевел. Еще раз перевел. Очередная попытка выйти на гильотину. Где-то 10-я, наверное, за эти 3 раунда от Бабаева. И опять корчится, просто, посмотрите, вкладывается, но не задушит отсюда Бабаев. Показывает большой палец Алиев, чтобы рефери вдруг ни с того ни с сего случайно не остановил. Причем забавно, сейчас во все стороны показывал этот палец Алиев. Не совсем он понимал, где находится рефери. Но нет, все в порядке. Выдержит все это Алиев, как выдерживал уже неоднократно в этом противостоянии. По-прежнему корчится Бабаев, вкладываясь в этот прием. Поединок позади, хотя в конце первого раунда было ощущение, что это точно закончится прямо в ближайшие несколько минут. Но нет. Единогласным решением судей в этом бою свою победу одерживает боец из синего угла октагона.